Зампред правительства Коми Антон Виноградов займется инвестиционной деятельностью. Нового вице-премьера глава республики представил на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона. У Коми большой объем работ по плану диверсификации экономики. Нужно привлечь порядка 150 миллиардов рублей и создать около 6 тысяч рабочих мест. Поэтому задача нового зампреда до конца 2024 года совместно с правительством вывести этот показатель к 100%, прокомментировал Владимир Уйба. Глава Коми подчеркнул, что Антон Виноградов имеет большой опыт. На прежнем месте работы в правительстве Бурятии он как раз и привлек в регион те самые 150 миллиардов рублей. Напомним, план диверсификации экономики Коми одобрен федеральным правительством. Он направлен на развитие прежде всего неугольных отраслей и включает в себя 50 инвестпроектов. В числе наиболее крупных – строительство горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песков Пижемского титанового месторождения в Устилимском районе. Республикой Коми подписано соглашение о сотрудничестве при создании национального горно-промышленного кластера со строительством глубоководного морского порта «Индиго» и железнодорожной магистрали Сосногорск-Индиго в арктической зоне России. Документ подписали НАУ, Коми, госкорпорация «Руститан», корпорация «Айон» и «Инфравеб». Проект планируется реализовать на территории Коми и Ненецкого автономного округа.